Здравствуйте. Сегодня мы возвращаемся к одной из наших передач. В первой передаче мы рассказывали о работе китайских врачей. Это кооператив «Солос». Сегодня сюда приехали новые врачи. И я прошу рассказать о работе всех врачей в будущем председателя кооператива Денисова Николая Афанасьевича. Значит, мы уже встречались с нервинцами. Это у нас вторая или третья встреча. У нас, значит, сейчас я хочу, это даже не объявление как, а дополнение к нашей работе, что у нас сейчас приехал массажист и фарфоровое напыление зубов, вот доктор женщина, надеюсь, что ей здесь будут все, чтобы она себя чувствовала здесь, как и у нас эти врачи чувствуют здесь в СССР, чтобы тепло было и дружба, и взаимопонимание. Значит, они начнут работу, свою уже работу начнут где-то примерно с пятницы. Они привезли оборудование свое, техническое оборудование, которое будет устанавливать, задержка немножко будет. Значит, и, как я еще раз повторяю, значит, фарфоровое напыление зубов и массаж. Значит, зуб один, напыление, то есть очищение и полностью скрытие эмульсий, будет у нас стоить где-то в пределах 52 рубля. Это из расчета оборудования, то есть аппаратуры, которую они с собой привезли. Теперь у нас и тот раз был, значит, с Ольгой Федоровной вопрос по лечению, значит, ДЦБ, детский церебральный паралич. Да. Значит, сейчас вот у нас здесь присутствует, значит, директор отдела международных отношениях главной цицикарской компании товарищ Дин Вэнг. Значит, мы с ним до этого проводили переговоры, и сейчас именно что нужно для того, чтобы наших детей, именно не будем говорить наших чисто, не ревнинцев там, а Якутского нашего района, значит, отправлять на лечение в Китай болезни, подлежащие лечению в Китае. Многие и родители, и врачи не верят, и в том числе, допустим, я тоже не врач, но когда слышишь специалистов китайских, и они говорят, что эта болезнь у нас вылечивается, это ставится полностью человека на ноги, а этого мы обещаем, мол, что он будет двигаться, допустим, в какой-то форме уже будет не и сидеть и не двигаться, и не инвалид, а просто уже будет, значит, здоровый человек. Поэтому мы вели переговоры и до этого, и сейчас, значит, дополнить свое по поводу болезни и по поводу лечения детей в Китае и некоторых заболеваний, которые говорят, что в Китае лечат. Вот. Мы в этом, конечно, тоже сомневаемся, но хотелось бы верить в это. И поэтому первичные переговоры нас привели к тому, что они пошлют сюда своих специалистов, медиков, именно по этим болезням, которые будут здесь у нас давать заключение официальное, медицинское, что да, в Китае такая-то больница или там такой-то город именно лечит и берется лечить нашего человечика, значит, ребенка или там даже взрослого в Китае, чтобы это было законно, чисто медицински, как у нас делают заключение, чтобы человека такой-то диагноз, такой-то, чтобы мы... Гарантия была для того, даже для больного человека, гарантия в том, что он получит здоровье. С выездом в Китай, значит, или с приездом с Китая он будет здоров. Скажите, когда приблизительно смогут приехать сюда китайские врачи для отбора детей, наших детей, на лечение в Китае? 就是关于让他们谈一谈小儿麻痹病，然后专家到这儿来之后看病的问题。我们七十二市国际公司和监理署同志签订中医合同以后呢，作为我们市里来看呢，对这个工作很重视。Прежде всего, я хочу вам сказать о том, что мы подписали контракт с Денисовым, мы сотрудничали очень хорошо, мы послали наших самых хороших врачей здесь и для лечения ваших больных. Они здесь работали уже 3 месяца. Можно так сказать, они работали старательно.
Но нельзя сказать отлично. Конечно, мы стараемся, чтобы они поработали лучше. 这点成绩也是跟苏联朋友的帮助分不开的，有没有这个帮助得不了真正的成绩？ Добились небольших успехов. Это, конечно, при вашей помощи. 所以我们很愿意在这里工作。 Поэтому они охотно работают здесь. 关于小儿治小儿马匹的这个问题呢，杰尼索夫早已跟我讲了。 Насчет паралич Денисов давно нам рассказал. 我把这个情况回去呢，和我们七十二市的卫生局的医疗专家也进行了探讨。回去之后，那个以前怎么可能？ мы также в нашем городе обращались к нашим врачам и специалистам. 我们专家的观点是这样的， Они так считают. 因为小儿马匹症呢是多种多样，而且是很顽固的。 Паралич, конечно, не одинаковые, разные болезни. 要想这种病到底能不能治，必须我们的大夫亲自进行诊断。 Прежде всего, сначала они должны осмотреть больных детей, потом сделают вывод. 为了解痛病人的痛苦和中苏两国人民的友谊，我们卫生局领导同志也同意呢派专家到苏联进行诊治一下，看看哪些能治，哪些不能治。 Чтобы лечить ваших больных детей и, конечно, для дружбы, ради дружбы, руководители нашего города уже решили послать наших самых хороших специалистов сюда для лечения детей. Сначала для осмотра. Понятно. Ну а мы, в свою очередь, хотим поблагодарить ваших врачей, которые здесь работают, за то доброе, которое они здесь сеют среди нас, то есть поправляет наше здоровье, в котором мы, конечно, все нуждаемся, живя в этих условиях. И сейчас я хочу спросить доктора, который здесь работает, чем отличаются наши больные от больных в Китае? Как лечают? Отличаются ли наши больные от больных в Китае? Денисов, как? Значит, суть в том, какая разница между пациентами китайской национальности, русской. Вот приходят к нему русские. 就是中苏两国这病人有什么不同的地方？ Для врача вот ему. 对病人来说，这个我们景大夫讲呢，有的病是相同的，病因有的是相同的，有的是 доктор 不相 Жин 同 уже 的。 сказал, некоторые 你们那儿病人呢疑难杂症多，病程长，一般不像我们中国得了病就来治，比较容易治。我们中医讲治未病，就是没得病先预防。你们这儿呢最长的病程达到20年、10年、3、5年，顽固性疾病非常多。所以说我们在这儿治疗病下到一定功夫，晚年有时候学习研究。 Доктор Жин считает, что ваша болезнь не одинаковая с нашей болезнью. Потому что у нас, как только заболеют, сразу же показаться к врачу. А у вас, может быть, уже заболели 100 лет, 20, даже 30 лет. Поэтому немножко трудновато лечить. Но мы очень стараемся осмотреть и лечить. Да, мы согласны с вами. Наши случаи запущены. Наше лечение, нам часто бывает трудно, не так доступно лечение, тем более такими нетрадиционными методами, как ваши. А сейчас я хочу обратиться к женщине, единственной женщине, которая будет работать на нашей якутской земле, китайской женщине. Вы надолго к нам приехали? 刚才就是说那些连感谢都有了，现在把那个镜头转向陈大夫，想问一问你在这儿准备工作多长时间？这个吧，我们那个政府有安排。我们来的时候呢，那个领导和我们谈就是2年的时间。Мы будем здесь работать 2 года. 2 года. И я знаю, что работа с одним зубом будет проходить от часа до 1,5 часов. Тогда один врач оздоровит значительно меньшее количество, нежели желающих. Будет ли расширение? То есть еще будут ли работать здесь специалисты такого же профиля из Китая? Значит, такого профиля из Китая пока увеличения не будет у нас, а будет советский врач-зубник, который будет, то есть пациент, пришедший к нам и с больными зубами, значит, с больные зубы не напыляются, а чисто только здоровые зубы. То есть, если человек хочет эти зубы напылить, сначала советский врач будет лечить, значит, эти зубы, пломбы,
и все остальные процедуры, а потом уже китайский врач будет напылять этот зуб. Значит, где-то в смену, значит, я имею в виду 8 часов в сутки, значит, 8, до 9 зубов этот врач может сразу сделать, если один клиент. Ну, я думаю, что в связи с подготовкой зуба, в связи с тем, что там чистка зуба, значит, то могут не более 8-9 человек попадать в день. Спасибо. Я хочу поблагодарить всех участников и пожелать нашим китайским врачам, чтобы они здесь себя чувствовали как дома. Спасибо. 感谢你们，希望你们在这里感觉像在家一样。